Погнали! Большая скорость и высокий уровень адреналина. Финал Кубка России. Ралли 2017 в Ингушетии. Сегодня православные христиане отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Кроме того, у одноименного храма в городе Сунжа юбилей – 105 лет. Не вернувшихся с войны. Как отыскать затерявшихся во времени и событиях 40-х. Спецматериал Залины Могушковой. Это новости 24. Добрый вечер. Сегодня в 8:30 на 3 спецучастках стартовал финальный этап Кубка России по ралли в Ингушетии. Эти соревнования наша республика принимает уже 4-й год подряд. Посмотреть на ралли собрались тысячи зрителей, чтобы воочию оценить спорткары и их возможности. В этом году трасса вновь претерпела изменения, но остались и хорошо знакомые участникам места. Обо всем подробно расскажут наши корреспонденты. Начинает Делимхан Калоев. Нулевой экипаж первым делом отправляется по предстоящей трассе протяженностью около 5-6 километров. А тем временем к своему старту готовятся и остальные участники. Среди них и наш земляк Хамран Миржоев, который в ралли принимает участие не в первый раз и признается, что это максимум адреналина в крови. Настроение дикие, все нормально, трасса отличная, готовность стопроцентная, машина в порядке. Александр Малиновский представляет на соревнованиях команду «Лада Спорт Роснефть». Этот маршрут ему совсем не знаком, но тем не менее он уверен, что покажет максимальный результат в забеге. Я, например, здесь первый раз, и мне пока дороги нравились, сейчас поедем, посмотрим, потому что то, что было вчера, скоростной участок Икажева, очень понравился. Каждый экипаж контролируется по своим постам: старт, финиш и стоп. Спецучастником для соревнования стали сельские поселения Акиюк и Барсуки, а также города Карабулак и Малгобек. Машин сегодня у нас по стартовке стартует 26 экипажей. Есть еще судейские нулевые экипажи, но за боевые они не считаются. Пока гонка идет хорошо, есть уже одни уши, экипаж ушел в обрыв, крутился несколько раз. А так все штатно, с экипажем все нормально. Вот такое автомобильное рычание и дым из-под колес говорят о хорошей подготовке экипажа. И несмотря на то, что ралли — экстремальный вид спорта, по дороге возникли проблемы только у одного экипажа. И первый претендент на победу. Главная цель участника — стать лидерами финального заезда. Основной критерий — это, конечно же, время от старта и до финиша. А тем временем ребята доезжают до станции «Стоп», где получают новый маршрут карты. Александр Осипов, участник экипажа под номером 3, уже более 16 лет, увлекается автогонками и не сомневается в победе своей команды, несмотря на трудности. Трудностей много, тут каждый сантиметр трассы хочет тебя убить, реально. Очень сложная трасса, я такую никогда не ездил. Посмотрим, еще гонка длинная. Этот этап для меня финальный, и в принципе при правильном течении обстоятельств, если мы доедем, то мы, наверное, выиграем. Звук мотора спорткара следующего участника слышен издалека. К станции «Стоп» приближается экипаж номер 9, который тоже не намерен уступать своим соперникам. Только вот у этих участников возникла небольшая помеха с машиной. Трудностей: сломали пятую передачу, едем очень аккуратно. Уже гонка пошла в более спокойном режиме, потому что приблизительно позиции расставились по местам. Дорога отличная, все хорошо. Теплая и солнечная погода в середине октября идеальна для подобных соревнований, поэтому помешать экипажам выиграть могут лишь технические неполадки. А я передаю слово своему коллеге Микаилу Тангиеву. Да, а я тем временем нахожусь на старте участка в городе Карабулак, где проходят не менее зрелищные заезды. Участники подъехали к трассе протяженностью более 12 километров. Ну а пока штурманы проверяют машины перед вторым стартом, пилоты поделились своими впечатлениями от трассы и ожиданиями предстоящей гонки. Очень сложная гонка для нас. Попробуем доехать. В принципе, все в наших руках, наши основные соперники трое сошли, поэтому у нас задача только доехать. Впечатления хорошие, дороги приятные, очень гоночные, не портятся от прохождения машин. Мы лидируем в своем классе и занимаем на данный момент, наверное, 3-е место в абсолюте. Планируем как минимум удержать эти места, а то и улучшить.
Здесь очень важно правильно стартовать, чтобы не потерять время в дальнейшем по прямой. И тут мы видим знакомый нам экипаж в составе пилота Хамрана Миржоева и штурмана Хаважа Галаева. В эту самую минуту выйти на старт готовится наша команда из Ингушетии. Идет последняя подготовка, и буквально за 30 секунд до включения зеленого сигнала судья зонды заполняет вот такую специальную карту, в которой указывается фактическое время старта. После завершения всех процедур можно начинать заезд. Также здесь работает специальная группа, которая отвечает за соблюдение всех правил заезда. Старший судья спецучастка рассказал, как поэтапно происходит выезд на старт. На старте мы работаем таким образом. Подъезжает автомобиль, мы забираем у них контрольную карту, контрольную карту заполняем, пишем им время старта, которое они должны будут уехать. Подставляем специальное оборудование для фиксации фальстарта. И автомобиль готовится, пилот с штурманом, смотрят на часы и по времени стартуют. На месте также работают представители всех дежурных служб. Охрана расставлена вдоль трассы и внимательно следит за безопасностью на треке. Не обойти здесь как без спасателей, так и без скорой помощи, которая дежурит на обочине в случае аварии. Здесь на старте команды начали свое движение в сторону финиша, где их уже ждет мой коллега Юсуп Гельсханов. Передаю тебе слово. Спасибо, Михаил. Мы с нетерпением ждем участников соревнований. Здесь также дежурит и специальная группа, которая фиксирует время прибытия участников. А вот и первый экипаж. С огромной скоростью мимо проносится ингушская команда ралли на знакомой всем болельщикам Ладе Калине, вслед за которой с интервалом лишь в пару минут к финишу прибывают и другие участники. В финальном этапе Кубка России участвуют 28 экипажей из различных регионов страны. Спортивные автомобили высокой мощности, мчащиеся на предельной скорости по грунтовой дороге среди кукурузного поля, смотрятся весьма оригинально. Проехав буквально 100 метров от финишной черты, расположился судейский штаб, где участники ралли могут сделать остановку на некоторое время и в случае необходимости подремонтировать своего железного коня или же подкачать шины, как, например, команда из Краснодара. Мы немножко не угадали с шинами, шины очень мягкие, они уже все, их практически нету, поэтому сейчас нам еще один спецучасток проехать, и дальше замена шин будет у нас, сервис. Есть среди гонщиков и те, кому сегодня не везет. Экипаж из Сочи начал соревнования неплохо. В первый день они вышли в тройку лидеров в своем классе. Проехав пятый участок, выехав уже на 6-й Карабулакский, у ребят произошла поломка трансмиссии, в связи с чем им придется покинуть соревнования. Нежданная поломка, обычно какие-то мелкие бывают, по ходовой большей части. Но это серьезная поломка, которую уже не устранить. Технические проблемы с трансмиссией не только у экипажа из Сочи. Из-за неполадок с коробкой передач участники ралли, приехавшие из Екатеринбурга, не могут ускориться до максимума. Пока они едут третьими, и это только полбеды. Часто приходится менять колеса. Очень много камней. Скажем так, немного убойная для автомобиля. А так сегодня дороги очень интересные. А как вы считаете, до финиша доедете? Очень хотим. Далеко ехали. На второй секции, именно так называют в ралли второй круг, одними из первых прибывают Леонид Чернов и Виктор Климашевский. Экипаж из Новороссийска считается на соревнованиях самой старшей командой, которая гордо называет себя команда дедушек. Вместе нам 110 лет, шутит штурман, и посвящают дедушке эту гонку своим внукам. Нам здесь очень нравится. Я сюда приезжаю уже третий, Леонид 4-й раз. Здесь замечательно, здесь замечательные люди, здесь замечательное отношение к гонке. Проведение финала Кубка страны ралли на фоне великолепных пейзажей Ингушетии придает этим соревнованиям еще большую зрелищность. Самое главное, чтобы пилоты не отвлекались на красоту во время гонок, шутит старший специального участка. Перепад высот очень интересно для пилотирования. Участок этой дороги, поэтому его используем в качестве специального участка для нашего ралли. Подводить итоги еще рано. Результаты ралли будут известны только после завершения всех этапов. На спецучастке Карабулак финальный этап Кубка страны ралли 2017 завершился. Экипажи перебираются на следующий участок Аки-Юрт, где находится мой коллега Руслан Албагатиев. Ему слово.
Сегодняшнее утро в этом тихом поселке началось с эха разносившегося рева спортивных моторов. По извилистой дороге, холмистной местности с огромной скоростью проносятся раллийные болиды. Задача максимально быстро и эффективно пройти трассу. Второй день ралли, участники готовы к заезду. Из заявленных 30 машин сюда, в сельское поселение Аки-Юрт, приехало только 26. Остальные 4 выбыли. И вот долгожданный старт. Старт, несколько секунд, и автомобиль скрывается за столбом пыли. На отдельных участках трассы Аки-Юрт Южная болиды достигают максимум своей скорости, а это почти в 200 км в час, что требует от пилота недюжинного мастерства. Пока одни стартуют, другие участники заезда в последние минуты изучают еще раз маршрут. Вчера и позавчера проезжали на обычных дорожных автомобилях по 2 раза каждый спецучасток. У нас есть дорожная книга, в которой есть карта, в которой есть детальная расписано детально, как, куда ехать, куда поворачивать на каждом спецучастке и между спецучастками. Соответственно, сейчас перед стартом так вспоминаю, освежаю в голове, чего у нас там на допе. Все спецучастки проходят только по гравийной дороге, что делает соревнования более скоростными. Гравийная дорога очень опасна, тем более тут, в холмистной местности, много поворотов. Не обошлось и без технических неполадок. Команду из Москвы подвела техника, что не редкость в этом жестком виде спорта. Обратный отчет и старт. Команда под номером 2 Mitsubishi Lancer, не проехав километра, сошла с дистанции, опрокинувшись в кювет. Автогонки не оставили равнодушными и зрителей. Многие из них впервые в жизни могли понаблюдать за ними вживую. Гонки были очень прекрасные, интересные. Я пришел сюда с внуками посмотреть, как внуки, детям тоже интересно. Спасибо, кто это организовал. В среднем 15 минут, и участок протяженностью 14 километров пройден. У каждого спортсмена своя тактика прохождения трассы и свой штурман, который ведет его по этой трассе. На высоких скоростях и в условиях ограниченной видимости штурман становится едва ли не главным действующим лицом в экипаже. Достаточно промахнуться мимо нужного поворота или дать неверную подсказку водителю, чтобы потерять шансы на победу. Прошла первая секция, наш экипаж справился хорошо, было много опасностей, но мы справились. Впереди еще целая гонка, надеемся на лучшее. Соперники все сильные, все достойны победы. Будем бороться за призовое место. Закончив первый заезд по этой трассе, участники выходят на второй круг. Из 26 стартовавших машин до финиша доехали не все болиды. Старт на второй круг выезжает всего лишь 18 автомобилей. Каждая новая гонка – это новые города и страны, так что помимо приобретения водительского опыта, участники гонок получают и просто удовольствие от новых мест и впечатлений. Опасных моментов здесь очень много. Трасса катастрофически сложная для нас. Мы по горным дорогам никогда не ездили, это для нас опыт большой. Вот. Жалко, конечно, что сошли 3 основных соперника. Теперь у нас режим доезда, и это еще намного сложнее, чем ехать в боевом режиме. Потому что в режиме доезда машина совсем по-другому управляется, и мы даже несколько раз чуть не упали. На этом соревнование на спецучастке Аки-Юрт Южная заканчивается. Далее команда отправляется в город воинской славы, где участников ждет другой участок и заключительные заезды Кубка России. Руслан Албогачиев, Гапур Чахиев, Тимур Карахоев, Магомед Дидигов. Новости 24. Сегодня министр внутренних дел по Республике Ингушетия Дмитрий Кава представил руководителю региона Юнусбеку Евкурову своего нового заместителя. Им стал Рашид Хидиров. Полковник полиции Хидиров имеет высшее образование. С 1994 года работал на разных должностях в органах внутренних дел России, в Новосибирской области и в Назрани. До сегодняшнего назначения возглавлял управление уголовного розыска, управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Уважаемый Игорь Гумилевич, разрешите представить назначенного начальника полиции по Республике Ингушетия, мой заместитель Хидиров Рашид Юсупович. Рашид Юсупович имеет большой опыт работы, в том числе и в территориальных подразделениях, то есть работу знает не понаслышке. Основную часть своей службы он проходил в подразделениях криминального блока. Рекомендовался как сильный оперативник, сильный руководитель. Я думаю, что для республики, для МВД это будет очень-очень полезно.
Глава республики поблагодарил Дмитрия Акаву за такой выбор, но он отметил, что у Рашида Хидирова наработан хороший опыт работы за пределами региона. Он остался там на хорошем счету и получает отличные отзывы. Мы давно уже с вами обсуждали этот вопрос, и то, что на эту должность идет, в том числе не посторонний человек, а здесь никого посторонних нет, это федеральная служба, но тем не менее то, что нашли именно представителей Ингушетии, и человек, который уже наработал опыт десятки лет за пределами республики и на хорошем счету там считался. Я, кстати, уточнял у своего коллеги на месте, что за человек. И очень хорошие отзывы и с вашей стороны, по вашей линии, ну и по линии губернатора. Поэтому я думаю, что и оперативная составляющая, и знание криминальной составляющей, ну, это все будет сопутствовать общим задачам, которые мы с вами должны здесь выполнять на территории республики. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы новый руководитель был помощником вам в первую очередь во всех делах и начинаниях, и в службе, и в работе. Ну, и поднял бы уровень вот своего направления, находясь на этой должности уже здесь в республике. Ваша должность, она напрямую соприкасается со всеми мероприятиями, которые проводятся в республике. Поэтому и правительственный блок, и блок администрации, и мой помощник по силовому блоку, вы будете с первого дня взаимодействовать, работать, поэтому здесь проблем, я думаю, не будет. Вам успехов, чтобы все у вас получилось, а я уверен, что у вас все получится. Я понимаю, что направление достаточно в некоторых моментах не легкое. С своей стороны я обещаю, что тот опыт работы, который я получил во время своей службы, я буду использовать на благо нашей Родины и на благо нашей республики для стабилизации и нормальной, спокойной обстановки республики. 5 центральных котельных Ингушетии практически готовы к отопительному сезону, который начинается, кстати, 15 октября. Еще в августе правительство республики утвердило план мероприятий по подготовке предприятий ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов, в котором определили основные мероприятия по подготовке к отопительному сезону, обозначили сроки их реализации. До конца октября муниципальное образование должно обеспечить стопроцентную готовность объектов ЖКХ к прохождению отопительного сезона зимнего периода и совместно с Ростехнадзором региона выдать паспорта готовности. Все муниципальные котельные работают на природном газе. Относительно подготовки топлива, а именно природного газа, филиалом ОАО «Газпром Межрегион Пятигорск» в Республике Ингушетия ведется работа по защите лимитов на поставку газа. На территории республики отопительный сезон по традиции начинается с 15 октября на основании муниципальных решений. На сегодняшний день подготовка к отопительному сезону проходит в штатном режиме. На совещании также обсудили создание в ближайшей перспективе парламентом Ингушетии законопроекта о порядке содержания и выпаса скота. Глава Ингушетии поручил руководству своей администрации создать рабочую группу по подготовке предложений для будущего законопроекта. Он поручил главам муниципальных образований изучить опыт соседних регионов, в частности Карачаево-Черкесии, где приняты нормативные акты, строго регламентирующие порядок выпаса и меру ответственности за неправильное содержание домашних животных. Личная ответственность глав муниципальных образований сельских поселений за бродящий скот, где попало, как попало. Да, я понимаю период, когда утром, вечером, когда скотина выходит, там, выгон, когда происходит, они не могут, как люди, тут люди-то не могут там целенаправленно там, строим куда-то ходить, тем более скотина. Но в остальное время, когда эта скотина пасется на федеральной дороге, ходит по улицам, как попало. Этого, конечно, нельзя допускать. В плане религиозного содержания, в плане там вообще никакого содержания не должно быть. Много жалоб по этому поводу поступает, и давайте мы хоть там меру ответственности. Сегодня православные христиане отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Кроме того, у одноименного храма в городе Сунжа юбилей – 105 лет. Прихожане собрались на торжественное богослужение. Оно проходило сегодня под руководством Варлаама епископа Махачкалинского и Грозненского. Залина Магушкова обо всем расскажет подробно.
14 октября для Сунжинской церкви праздник двойной. Сегодня не только День Покрова Пресвятой Богородицы и Преснодевы Марии, но и престольный праздник церкви. Каждый православный храм освящается в честь какого-либо события или в память святого. Именно в этот день церковь Сунжи была освящена и носит имя Покрова Пресвятой Богородицы. С утра в честь праздника православные верующие воспевают духовное покровительство, которое Богородица оказывает всем нуждающимся. Торжественная литургия перешла в крестный ход вокруг храма, после чего священник прочитал проповедь и поздравил прихожан с великим христианским праздником. По традиции, каждому верующему стоит посетить храм, прочитать молитвы к Пресвятой Богородице, поставить свечи за здоровье близких и за упокой умерших. Прихожане также имеют возможность в своих молитвах поблагодарить и попросить о помощи. Богослужение в храме на престольный праздник отличается особой торжественностью. Часто в такие дни приглашаются священники из ближайших регионов для соборного служения. Так, богослужение в Сунжинской церкви сегодня возглавлял Варлам, епископ Махачкалинский и Грозненский. Сегодня собрались люди, дабы помолиться и вспомнить то чудо Пресвятой Богородицы, когда в Константинополе она избавила жителей города от набега врагов. И в жизни и истории российского государства много таких случаев зафиксированных, когда именно по молитвам Пресвятой Богородицы одерживались победы, побеждали скорби или какие-то болезни и напасти. Поэтому всегда в этот день в Русской Православной Церкви считается днем особенным, днем молитвы Пресвятой Богородицы. Кроме того, в этом году церковь отмечает свой юбилей. Прошло 105 лет, как на этом месте был воздвигнут алтарь храма Покрова Пресвятой Богородицы в 1912 году. Поздравить христиан с праздником приехал Улан Невлоев, министр по внешним связям, национальной политики, информации и печати Ингушетии. С светлым, значимым праздником православных, с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, мы, конечно, в лице главы Республики Ингушетии оказываем всяческую помощь нашим православным и в будущем будем оказывать любую помощь, в чем нуждаются наши православные. Нужно отметить, что Покрова Пресвятой Богородицы еще и главный осенний праздник православных. С ним связано много примет. Например, по погоде в этот день люди судили о будущей зиме. Сегодня с ней явно повезло. Залина Могушкова, Адам Долгиев, Новости 24. Несколько миллионов человек пропали без вести или были взяты в плен во время Великой Отечественной войны. По сей день родственники ищут места захоронений или любую другую информацию о своих близких. Порой неизвестно, как начать поиски, куда обратиться и возможно ли спустя столько лет определить судьбу пропавшего без вести человека. О реальных, удивительных фактах, положительных результатах поисков рассказывает Залина Могушкова. В далеких 40-х кровопролитная война забрала из родных краев и разбросала по фронтам миллионы людей. Солдаты погибали, пропадали без вести, оставляя за собой один лишь след, но след огромный для всей страны – победа. В этом году с того дня минуло 72 года. Война давно закончилась, но не для тех, кто не знает, на какую могилу прийти. Она ушла на фронт 18 лет. В нашем народе не то, что мужчины воевали, но и женщины. Вот так вот. Ушла на фронт, горянка не вернулась. Велись много поисков, но все поиски обещались неудачей. Но еще в этом году даже мы еще раз обращались к передаче «Жди меня» и даже обращались в архив Германии. Никто не забыт, ничто не забыто. Не просто громкий лозунг. Эти слова воплощаются в реальность на практике каждый день, музеями и поисковыми движениями. Они занимаются поиском имен участников Великой Отечественной войны и перезахоронением останков в братские могилы. Еще Суворов, знаменитый русский полководец, говорил: «Война не закончена, пока не захоронен последний погибший солдат».
Порой всего лишь одна маленькая мелочь может помочь рассказать о судьбе человека, который до сих пор числился в списке пропавших. Так, поисковым движением в этом году были найдены останки 4 бойцов. Удалось определить личность одного из них. Это уроженец Башкирии, разведчик-стрелок Хали Юлазович Икбаев. По архивным данным, он пропал без вести 5 октября 1942 года, близ Малгобека. Имя неизвестного солдата открылось благодаря обычной личной вещи. В кармане одного из бойца, скорее всего в кармане, поскольку на останках он лежал, был обнаружен опасное лезвие. То есть бритвы, которым брились у солдат. Не только там оружие было во время, у них были котелки, ложки, опасные бритвы, предметы обихода и гигиены. И вот на этом опасном лезвии была написана фамилия этого бойца. Эти обломки самолета позволили племяннице погибшего летчика наконец обрести душевный покой. Они были найдены поисковиками в лесном массиве Сагапши. Благодаря бортовому номеру, считанному с деталей самолета, стало известно имя летчика – Василий Евгеньевич Тарабан. По архивным данным, вылетел на боевое задание 30 октября 1942 года и не вернулся. История на этом не закончилась. Директор музея Заурбек Албагачиев случайно стал участником радиоэфира Москва-ФМ. Как оказалось, ведущие звонили в музей городов воинской славы и интересовались экспонатами. Я почему-то вспомнил про вот эти вот останки, рассказал про них, сказал, что по бортовому номеру мы вот так вот нашли, что Тарабан, летчик. И вот после 9 мая, буквально числа 12 мая, наверное, это было, мне на mail уже пришло письмо. Мне написала одна старушка, она говорит, что она родственница Тарабана, то есть она его племянница, что ее отец умер, он так и не дождался, пока он придет с войны, все время ждал его. Она нам прислала и фотографию, и всю информацию про него. Случайно, просто услышала по радио, что вот у нас есть останки самолета. Не зря говорят, что случайности не случайны. Еще одно имя участника Малгобекской оборонительной операции было определено благодаря стечению обстоятельств. Историю о своем деде директору музея рассказал обычный продавец овощей и фруктов, которого он встретил на одной из улиц. И он мне сказал, что его дед был защитником Малгобека. Мне это стало интересно просто. И он сказал, вот принес мне фотографию Туфанов Сахер. Он в 1942 году пропал без вести. То есть единственное, вот его жена знает, вот они знают, что его жена Туфанова, она в 1942 году вот последний раз маленькую такую посылку именно сюда, в Малгобек, ему отправила. Там были теплые носки, вещи какие-то. И все, после этого он пропал без вести. И вот так вот мы выявили вот еще одного защитника Малгобека. В поиске людей порой может помочь даже маленькая зацепка, имя боевого товарища, письма с фронта, личные вещи с инициалами, а в реалиях развития информационных технологий это может быть даже фотография в социальных сетях. Или еще кто-то вот встали примерно вот здесь вот где-нибудь, сфотографировались возле стенда. Ну, кто-то взял там Facebook закинул или куда-нибудь еще закинул эту фотографию. Кто-то сидит, листает, случайно видит фотографию, сзади стенд, на нем его родственник, связывается с музеем, и вот так вот тоже мы иногда выходили на родственников. Необходимо использовать любую дополнительную информацию. Например, если он был офицером или заканчивал училище, сохранившиеся личные дела можно найти в архивах военкоматов. Полезны номера полевой почтовой станции на штемпелях конвертов фронтовых писем. Кроме того, во время войны в госпиталях заводили карточки на каждого раненого. Данные о них хранятся в филиале Центрального архива Минобороны военно-медицинских документов в Санкт-Петербурге. Если он был освобожден из плена или прошел фильтрационный лагерь НКВД, то следует обратиться в Центральный архив ФСБ. Даже по обычной фотографии с фронта можно определить род войск по погонам и знакам в петлицах. Кроме того, на сегодняшний день существует множество интернет-ресурсов с большой базой данных. Самый популярный из них – obdmemorial.ru. Здесь можно найти информацию о звании, части, в которой служил, дате и причине смерти, а также о месте захоронения.
Также сайт полезен тем, что здесь выложены отсканированные копии реальных архивных документов. Даже если по вашему запросу ничего не найдено, нельзя отказываться от надежды, потому как работа по обновлению сайта постоянно продолжается. Один из немаловажных этапов поиска — запросы в Центральный архив Министерства обороны и зарубежные архивы, но придется подождать, ведь они рассматривают заявки от 3 до 12 месяцев. Впрочем, ожидание того стоит, но ни в коем случае нельзя сдаваться, как не сдавались наши предки на фронтах Великой Отечественной войны, ведь тот, кто ищет, тот обязательно найдет. Залина Магушкова, Рамзан Миржоев, Новости 24. Сегодня мы вспоминаем Асият Тутаеву, первую женщину-горянку, ставшую кандидатом медицинских наук. За свою врачебную практику она спасла сотни советских солдат и офицеров. На войну ушла добровольцем в 1941 году. По зову долга бросилась в самое пекло. А бесстрашной и жизнелюбивой. Репортаж Индиры Манкиевой. Молодая девушка, студентка медицинского института, жившая обычной жизнью, даже не подозревая, что ей суждено стать той, благодаря кому выживут десятки солдат. А спустя еще немного времени ее провозгласят настоящим героем. Мои знания нужны не только в институте, а в первую очередь на войне. Эти слова Асият Тутаева произнесла на третий день Великой Отечественной войны на заседании ученого совета Ленинградского мединститута. На фронт она ушла добровольцем, просто не представляя, как можно поступить иначе, когда раненым в бою необходима медицинская помощь. Они воспитаны были в таком духе, я думаю, патриотическом. Отец их был русский офицер, царский, то ли подполковник, то ли полковник. В общем, семья она была образованная, семья была. Мать у нее была тетей, по отцу родная тетя Идриса Базоркина. Родилась Асият Тутаева в Насыркорте в 1905 году. Школу окончила в Базоркино, после чего уехала в Ростов-на-Дону поступать в университет на медфак. Медицина стала для нее смыслом жизни, с ней были связаны все ее планы и мечты. На 31-м году жизни, защитив в Ленинградском мединституте кандидатскую диссертацию, Асият стала чуть ли не первой горянкой с ученой степенью медика. Она и ее сестра Нина, в то время они, две сестры, эти две сестры Тутаевы, и еще две женщины, 4 всего было ингушек, которые имели высшее медицинское образование. Она, я не помню, то ли полгода, то ли год, мне говорили, что она тут участковым врачом на Насыркорте она работала. Более 2 лет шла она дорогами войны. Военврач 2-го ранга, майор медслужбы Асият Тутаева спасла не одну жизнь во время битв под Ленинградом, на Воронежском и Первом украинском фронтах. В октябре 1944 года, когда их в госпиталь перебрасывали к новому месту назначения, грузовик, в котором ехала Асият, попал во вражескую засаду. Асият была контужена, а когда пришла в себя, ее уже поволокли на казнь. Всю войну прошла с военно-полевым госпиталем, который работал в тяжелейших условиях и в подземных там помещениях, при отсутствии, конечно, элементарных таких условий, но делали все возможное и невозможное для того, чтобы как можно больше сохранить людей. Именно так оборвалась жизнь отважной горянки, но память о ней хранится в сердцах не только родных и близких. Ее имя и подвиг свято хранит весь ингушский народ. Первый медицинский колледж республики уже более 20 лет носит имя Асият Тутаевой. Двор СУЗа украшает памятник, посвященный ей. Каждая аудитория пропитана уважением и любовью к мужественной горянке и настоящему знатоку врачебного дела. Для студентов ее история и портреты на стенах служат вдохновением для новых врачебных подвигов. Не каждая женщина, не каждая девушка способна на такой поступок, добровольно пойти на фронт, на войну. Имея любовь к родине и любовь к своему народу, перед этим долгом она все же согласилась. Для меня она сегодня пример подражания и как пример любви к людям. Помимо учебы, она увлекалась и музыкой, и все свободное время проводила за роялем, который занимает сейчас почетное место в Краеведческом музее. Абсолютно не зажимаясь, могла сыграть любую мелодию. Она прекрасно играла на пианино, на рояле. Сегодня исполняется 112 лет со дня рождения легендарной спасительницы, смелой, отважной Асият Тутаевой, которая своим поступком показала, что горы воспитывают не только сильных духом жигитов. Индира Манкиева, Хади Добриева, Новости 24.
Сотрудники отделения Национального банка по Ингушетии и Южного главного управления Центрального банка России проводят мероприятия по повышению финансовой грамотности. Открыли свои двери для всех желающих, прочитали лекцию и провели экскурсию по банковскому музею. Не обошлось без сюрпризов. Лейла Гайсанова воспользовалась возможностью. Учиться финансовой грамотности никогда не рано. Республиканское отделение Центробанка России сегодня принимает всех желающих. Для гостей подготовили лекции о безопасном использовании платежных карт, признаках подлинности и платежеспособности банкнот, а также кредитных рисках и типичных ошибках заемщика. Посетители смогли проверить свои знания о мире финансов, принять участие в тематическом брейринге. Мы их знакомили, как вести себя при получении кредитов, как вести, чтобы фальшивомонетчества не было, как банкомат обслуживает платежные карты. Разные вопросы, которые касаются банковской деятельности, вопросы, которые они ставили, на них тоже находили ответ. Ребята также узнали, что Главное управление Центробанка России в Ингушетии было создано в марте 1993 года, то есть всего лишь через год после образования нашей республики. По окончанию лекции о финансовой грамотности гостей ознакомили с историей становления Банка России. Они смогли увидеть и сфотографировать старые денежные купюры, вышедшие из оборота, и узнать, откуда взялись деньги. Мне очень понравилось, как интересно было представлена экскурсия. Мы были осведомлены новыми фактами, мы увидели новые экспонаты, монеты, также старые захоронения, предметы, которые были найдены в старых захоронениях перед строительством Нацбанка. И мы получили очень много новой интересной информации о создании и развитии банка. Увидеть памятные и коллекционные монеты, в том числе и такие, которые нигде уже не найти, желание проявили и взрослые, но в общем их больше интересовала деятельность самого банка. Хотя наш банк не выдает кредиты, мы не берем деньги во вклады, но мы регулируем всю банковскую систему нашего региона. И сегодня, с 2013 года, в наши полномочия еще переданы функции мегарегулятора. Мы уже стали мегарегулятором. Это надзор и контроль за некредитными финансовыми организациями. У входа гостей ждали те, кто в банке выполняет, можно сказать, самую тяжелую работу. И, как ни странно, это представительницы прекрасного пола. Что это у вас? Это мы представили на конкурсе, можно сказать, наш труд наших кассиров, труд банкира. Каждый вес мешка – это почти 6 килограмм. В этом мешке находится 10-рублевых банкнот на сумму 5000 рублей. Их всего 500 монет. Вы можете поднять и попробовать, поднять. Да, тяжелый труд. Тяжелый. Посетителям показали и настоящий мозг банка, электронные серверы, где хранится вся информация о финансовых операциях. Экскурсия удалась, и, возможно, кто-то из нынешних посетителей захочет вернуться в Национальный банк, но уже в качестве работника. Мне всегда было интересно, что такое банк. Это не звучит так серьезно, как это есть на самом деле. Сейчас я понимаю, что это как муравейник, тут слаженно кипит работа. Образцы новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей, которые выйдут в оборот уже в декабре этого года, также были представлены на обозрение гостей. Мы постарались показать им отличительные знаки вот этих купюр, и мы приурочили этот день к 25-летию образования нашей любимой республики. Уже второй год Банк России открывает свои двери для всех желающих, но на этот раз работникам отделения удалось приятно удивить посетителей. Собственная группа Центробанка «6-й легион» встречала их приятным исполнением различных мировых хитов. Лейла Гайсанова, Адам Долгиев, Новости 24. Родничок вошел в сотню лучших дошкольных образовательных заведений страны. Детские сады оценивались с точки зрения условий, созданных для ребенка, педагогического состава и дополнительных услуг. И по всем параметрам родничок оказался образцовым. Функционирует он 5 лет. За этот небольшой срок руководство детсада добилось многого в обучении и воспитании своих подопечных. Репортаж Маки Келиматовой. Для Алимы ее садик-родничок как второй дом. Ведь здесь все ее друзья и любимые воспитатели. Девочка уже умеет читать, занимается вокалом, считает до 10, а главное, здесь никогда не скучно. Мне нравится тут играть, рисовать, петь. Мне еще тут нравится смотреть мультики. Мои друзья Камила, Алия и я.
Родничок вошел в сотню лучших образовательных учреждений России 2017, а директору Фатиме Котеевой присвоено звание лидера российского образования. Двери для своих первых воспитанников Родничок распахнул 5 лет назад. С первых дней программа ориентирована на развитие и экспериментирование. В зависимости от индивидуальных особенностей ребенка подбирается программа для развития его физических и творческих способностей. Половина стандартов разработана директором сада лично и уже используется в других садах республики. Также руководителем учреждения выпускается свой учебник по внедрению региональных компонентов. Мы всегда применяли инновационные технологии с детьми. Мы всегда привлекали детей к своим корням, истории, культуре своего народа. Потому что сегодня федеральный государственный стандарт дошкольного образования позволяет нам 40% внедрять национальную культуру. Творческий подход к организации праздничных мероприятий в детском саду – важная составная часть образовательного процесса. Так, например, в игровой форме дети лучше запоминают и закрепляют знания правил дорожного движения. Каждый ребенок, безусловно, талантлив. Музыкальный руководитель, без которого не обходится ни одно мероприятие, отмечает, раскрыть творческие способности и сильные стороны каждого ребенка – это их главная задача как воспитателей. Здесь стараются сделать все, чтобы детям было интересно учиться. Эту работу очень хорошо знаю, но времена меняются, дети другие, время другое. Конечно, мы стараемся следовать тому времени и правду сказать, опять же, хочу сказать, что мы работаем по новым технологиям. Еще один важный вопрос – физическое воспитание. Инструктор Фатима Муталипова занимается с детьми по различным профессиональным программам. Предупреждение коррекции плоскостопия, держать осанку, пальчиковые игры, дыхательные и кинеологические упражнения – это не весь список большого комплекса занятий физкультурой. Даем первые азы футбола. Мальчики, например, учатся забивать там голы, упражнять футбол ногой, там играть, поправлять это все. Прививаем интерес также, вон, видите, баскетболу. Девочки с гимнастикой, с обручами занимаются с удовольствием. В садике стараются охватить все стороны для полноценного развития детей, чем и оправдывает звание лучшего дошкольного учреждения России. На этом здесь останавливаться не собираются. Впереди много планов на дальнейшее повышение уровня учреждения. Один из них – обмен опытом с другими регионами. Мага Келиматова, Рамзан Миржоев, Новости 24. В октябре 1999 года на календаре в России появился новый профессиональный праздник – День работников заповедного отдела. Решение о его учреждении приняли руководители государственных природных заповедников на Всероссийском семинар-совещании «Роль и место госприродных заповедников в регионах России». В одном из самых красивейших заповедных мест расположена Ингушетия. Редчайшая флора и фауна, захватывающий дух пейзажи и самобытная средневековая архитектура. С каждым годом поток туристов, приезжающих в регион, заметно растет. В этом году нашу республику посетили более 60 тысяч туристов, что на треть больше, чем в прошлом году. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.